Такая вот температура у нас. Доброго утра всем. Утро у нас обалденно доброе сегодня. Вот он, наш ураганчик. Немножко снегом припорошило. На улице погода сказка. Вообще обалденная погода. Санек уже готов. Я уже одеваюсь. Мы уже успели позавтракать. Встали. Ну что, друзья, в общем, собираемся. Берем с собой термос. 2 термоса. Печенюшки, чай попить. Еду с собой не берем, чтобы быстрее приехать. Что там рыбачить у нас? Остается часиков 5, наверное. И на речку посмотрим. Клюнет. Обязательно клюнет. Я знаю, верь. Придет она, звезда пленительного счастья. Встречаемся на реке. Тебе сидеть, а мне рулить? Пока здесь лежи, дай. Ну да. А он даже не выпадет у тебя здесь. Ну, попробуй выкинь оттуда ее. Он даже не вылетит. Лишь бы не протерлась. А что она протрется-то, господи? И ездить-то недолго осталось. Надо просто потратить. Ладно, пишню я уже к себе положу, хорошо? Уговорил. А? Уговорил. Ну. Я вчера, пока эту дорогу пробивал, думаю, лишь бы бензин не закончился. Вот, я про это тоже думал. Блин, это в горку, прикинь, надо было. Может, бензин у него кончился, что ли, блин? Не работает букс, а то все гудел, тут заглох, блин. Этого бензина, что ли, нету, блин. Ну, мысля уже с собой пятишку тащить еще даже, прикинь. А что не взял? Не знаю, ну я сперва думал, схожу, посмотрю, недалеко ведь идти. Ага, недалеко, не близко. Потому что тяжело идти, но недалеко, в принципе-то, я имею в виду. Вот так вот. Еще даже чуть-чуть осталось. Алешка. 4 литра вчера потратил. Так, ну что, друг мой сердечный. Чехол брать? Какой? Карабас. Обязательно. Часики. Поменять быстрее будет. Ну да. Устраивайтесь поудобнее. Нам сейчас главное камеру найти. Вчера потеряли камеру GoPro 4. Да ладно. Удобно? Все, погнали. Сейчас, друзья, посмотрим. Посмотрим вчерашние мои мучения, как я пробивал дорогу на речку. Это было что-то с чем-то. По таким дебрям, получается, я ехал. Это кошмарики полные. Сейчас вроде бы едем, буранка, все такое. Вчера это был селяк. Так, камера. Куртка здесь валялась, да? А? Где? Вчера повесил сюда куртку. Саня зачем-то ее взял, из камеры выпала. Ой, с кармана выпала камера. GoPro 4. Где-то в дороге, да? Я по ней, получается, вчера проехал.
Что-то похожее было, блядь, здесь. Я по ней, наверное, проехался. Не видно ее? Ой, печалька. Так, а нам надо сейчас вот это будет распилить, наверное, а то очень сильные скачки. Пожалуй, сейчас остановимся, распилим ее. А то слишком крутые скачки. Че, не видать? Она вот от елки сюда, вот что-то было похожее. От елки сюда, с правого края. Елочка маленькая. Печалька. Потащил мою куртку, с кармана выпала камера и с концами, походу. Мне везет на теряние камер, блядь. Но. Так это я проебал, не ты. Ну да. Так. Рыбалка начинается. Рыбалка начинается. Начал пилить. Оно вроде пошло на разъединение. Думал, ну нормально, оно сейчас, думаю, вес, ну, откроется так. Как мы видим, зажало полностью пилу. Печалька. С этой стороны рубить надо. Почему ты с этой хочешь рубить? Как ты здесь с этой стороны? Именно вот это, что ли? Конечно. Ну на, руби. А здесь откалываться будет. И еще снегу по пояс, да, блин, проваливаешься. Было бы это вагануть, может, чем-то, нет? Ага. Ваганешь ты такую. Ну, там с корнем упало по-любому еще, блин, да. И здесь ладно, вершинка вон, будем там, за метров 10. Потихоньку будем тюкать. Ну, ты отойди чуть-чуть-то. Проваливается потихоньку. О, зашибись. А тут гнилая. Сердцевина гнилая, да? Ага. Только поясница моя тоже гнилая. Гнилая. Пошла вниз. Освобождаю, да, конечно. Ну-ка, пошевели. О, благодать. О, наша взяла. Спасибо, Господи, что ты у меня одна, да? Будешь пилить еще? А как тут, конечно. Теперь-то уже, наверное... Ой-ой-ой. А там глубоко, аккуратно. Вот потерял полчаса времени. Дорога открыта. Сделали. Да. Заодно и дрова, правда, гнилая осина, но... Куда это мы только... Ну, для сырости можно подкладывать на ночь, наверное. Одна обойма осталась от нее. На угли-то все равно тлеть будет нормально. Все. Теперь еще... Ну нет. Проблемы, конечно, будут, но... Это фигня. Вчера мы через нее перескочили нормально. Можно было, в принципе, засыпать, но хуже не стало. Да? Что, поехали дальше? Одну проблему устранили. Вчера по темноте я поехал туда и в итоге попал вообще не туда. Камеру потом на лыжах можно будет еще здесь посмотреть. Может, ты по дороге уронил? А? Сначала ты тут прошел, а потом приехали здесь. И здесь мы, получается, шли в горку. И по целику. И как бы нормально. Вот вы представляете, ладно по ровному ехать. А вот в таком густом лесу, да еще по такому глубокому снегу, да еще и в горку,
Вчера я ехал по Целику. Нормально пропер. Глубокий снег, с одной стороны, хорошо. Он скрывает все эти завалы, как бы меньше надо. Вон. А тут я искал пути на речку. Вон, видите, какие завалы. Это все я здесь вот искал пути, но где можно проехать туда-сюда. Искал, здесь не нашел. Вон здесь какая крутая гора. Это я здесь, получается, спустился. 45 градусов, если не круче даже. Подняться здесь я уже не рискну. Сделал объезд. И это все по темноте. Ладно бы по светлому. Ну, где моя камера, а? Не нашли. Последний шанс пройти по этой дороге. Может, там уронил где-то. Не падал, ничего. Может, куртку перекидывал с места на место. Вот здесь ехал. Думал, бурелом где-то проехать. По бревнам катался, по шапкам снега. Здесь все. Тоже потерял полчаса времени. Ничего интересного. И потом все-таки... решил пробиться там дорогу. Когда дорога набьется, уже будет утрамбованная, а проехать-то проблем нет. Здесь разворачивался. Думал найти другую дорогу. Вот здесь, получается, я еще не ездил. Чисто... Чисто только протоптал. Вон, вот такие буреломы. Я вчера вот тоже хотел здесь пройти. Просто умер от бессилия. Прямо здесь проваливался в этих завалах. Еле выйти даже мог. И вот она, наша речка. Здесь, наверное, круто. Все-таки объедем там, да? Ох ты! Сносит, слезай! Надо проверить воду. Я бы здесь напрямую спустился. На лыжи одень, проверь воду. Вот она река. Не обуренная, еще никого здесь не было. Мы первые. И как мы видим, завалов там тоже куча, блин. Лишь бы воды не было на реке. Ого. Че? Крутяк. А? Крутяк. Объезжай по краю. Думаешь, лучше объехать? Конечно, нифига ты тут не спустишься. Спуститься-то спущусь. А подняться не поднимешься. Думаешь? Конечно, у тебя по пути такая. Просто можно было спуститься здесь, чтобы утрамбовалось. А подняться там.
Если сухо, что с разгону-то поднимется он? Сухо? Все, пробуем. Вода? Сейчас, смотри. Верхний слой есть все, но потом уже вода. Нормально, что? Сейчас пробуримся, и вода попрет. Что ему подняться-то здесь, когда утрамбуется? Ну да. Вода, да? Лыжи только не мочи, сразу постарайся корыто положить. Что, отсюда и будем пробовать, да, наверное? Да. На этой яме вообще-то никогда ничего не ловилось, но... Это никогда не клевало яме. Ну, надо остыть все равно. Остыть, отметить. Мы даже рыбацкого не взяли сегодня на речку. Ничего. Мы ничего не брали, кроме Чая, ну, ничего страшного. Не очень-то и хочется. Да. А это кто ходил, лосик, да? Или что тут? Наверное. Нормально, также и поднимемся здесь. Оно сзади ничего трамбуется. Что, друзья, буримся, пробуем. Заметил первую поклевку. В общем, пошел буриться. Подхожу к удочке. Вот он, вот он. Вот он, первый хариус. Вот он, первый хариус, Янцикадан. Вот Янцикадан. С какой-то пиявкой он еще. Стоит, что ли, получается. Наливай. Что, в избу ехать? Он не крупный, но он первый, и я его, конечно же, не отпускаю. Вот он первый. А Саня говорит, здесь мелко. Я первый. Я уже счастлив, я уже доволен, я уже считаю, что не зря. Подхожу, тюк-тюк-тюк, клюет, хотел взять удочку, отъехать туда. Ну вот он первый. И дай бог, чтобы он был не последний. Одеваем камеру на голову. Так, где-то так, я надеюсь, будет видно. Все-таки он клюнул. Где там пиявочка была? Вот такая вот пиявка у него получается. Это что он, получается, стоит? Клюнул уже хорошо. Я же говорю, мне так показалось или что, ну вроде это. Блин, зашуговано еще тут все. Мормышка легкая. Мормышки и мушки сегодня все работают Работаю, в смысле, ловлю на мормышки и мушки Василия Чупина. Вася, спасибо тебе огромное за мормышки. Наш хариус его, как мы видим, уже полюбил. Первого мы вытащили, это дает уже надежду. Так. Ну и походу он здесь один и был. Но клевал настоячего. Я подхожу, он так тюк-тюк-тюк. Клюнул на зеленую мормышку продолговатую. У тебя, Сань, божья коровка, да? Не слышит, уже отошел. Это очень хорошо. Ладно, друзья, до первой поклевки будем экономить заряд энергии. Друзья, второй. Этот уже чуть покрупнее. И тоже с пиявками. Вон, на брюхе пиявка вон небольшая.
Вернулся в буксу, думал отъехать уже, думаю, дай проверю еще Санькину лунку, которую Санька пробурил, первую лунку. Только отпускаю, бац, сразу. Там на той лунке, где поймал первого хариуса, была еще одна робкая поклевка. И все, не стал терять время, думаю, поедем дальше. И тут сразу он так отпускаю, поднимаю, тюк, и он уже висит. Не сказать, чтобы так резко, но уверенно взял. Санька здесь пробовал, что-то отошел. Что первый, что второй клюнули на мормышку. Вот такая вот мормышка от Василия Чупина. Нимфа вот такая у меня синенькая с красной точкой. Так видно, да? Надеюсь. Вот такая вот нимфочка. И вот такая вот мормышечка. Горизонтальная, типа балансирчика снизу. Зеленая с красной точки атаки. Волосинки есть. Сверху белая. Хариус есть, хариус берет, это уже хорошо. Значит, будем бурить, будем искать. Будем ловить. Ну, что-то он, видать, поодиночке ходит или что. Вот по одной и все. Что, друзья, пока глухо все. Проехали, поменяли 4 места, наверное. Поклевок больше не видели. Бурились местами, где-то перекаты не то чтобы открытые, а на льде очень много воды. В общем, проверили эти лунки. Сейчас здесь обычно поклевки были. Сделали систему фиксации, прикрепили, потому что местами просто мы ехали по воде уже получается. А так с фиксацией надежней. И сейчас попробуем проехать на одно место, где у нас была золотая лунка. У нас ролик даже был золотая лунка, там просто хорошо клевала. Попробуем добраться, но до этого надо переехать 2 опасных переката, так что рискнем, посмотрим, что получится. Все, сматываем удочки. Вот, зафиксировали дышло. Теперь оно гулять не будет. Если потонет, то значит вместе с корытом. Ай, перчатки, мои перчатки обледенели. Через год неважные будут. Все, после вчерашней Тряски. взбучки, бля. А в рюкзаке хорошие перчатки есть. Я тоже. Я не взял. Я и червей не взял, и не опарышей. Ладно, погнали, пробуем. Пробуем. Рискованно, конечно, но... Риск — благородное дело. Начинаются перекаты. Ох ты, завал. Завал, надо пилить. Надо прочистить немного. Вода. Это там тоже так же было. Это фигня все. Но тут перекаты, главное, проехали один опасный перекат. Тут бобровая эта плотина. Тут, кстати, тоже мы ловили. Можешь пробуриться вот здесь вот немного. Пока я здесь это чищу. Ладно, пока выключаемся.
Не клевало, совсем перестало. В общем, немножко почистили корыто. То, что по воде катались, все намерзло. Буксу тяжело ехать. Приехали на наше заветное место, на нашу золотую лунку, где года 3, наверное, уже назад, да? Когда из года в год здесь ничего не клюет. Да, в 2018 году здесь просто клевало суперски. Потом хуже, понемножку. Сейчас что-то глубины нет, то ли замыло этот плес, да? Может быть, плес замыло, из-за этого глубины нет и рыбы. Вот, пытаемся, бурим, но ни одной поклевки. Возле избы клевало, а мы куда-то поехали. А сейчас обратно поедем, да и все. Уже там ближе к дому. Ну все, уже осталось час рыбалки, наверное, максимум. Так что еще часик, уже вот начало уже смеркаться понемножку. Ну ничего, главное, погода хорошая. Да. Тепло, приятно, свежий воздух, лесная речка. Давно мы мечтали сюда уже попасть. Сейчас чуть не убежала. Моя кружка с чаем. В общем, приятного чаепития. Красотень. Кивки как это. Красота, холодный чай. Кивки как памятники. Долгожданная поклевка. Нормальный рыбак бы что сделал? Поймал бы. А я первым быстренько убрал удочку. Достаю камеру, чтобы показать вам, что там. Что у нас там клюнуло? Но это была точно поклевка. Долгожданная поклевка. Сейчас мы посмотрим, что там клюнуло. Все. Уже ничего не клюет. Пока доставали камеру, он уже убежал. Или камера испугался. Блин, достал камеру. Нет бы поймать сначала, а потом заснять, а? Все? Сначала думал, показалось, потом нет, реально клюнул. Может, укололся. Не получилось нам показать поимку хариуса. Сейчас вот еще пройду вот эти 5 лунок, то, что пробурил. Он у нас уже плес весь обурен. С моей стороны штук 20, наверное. У Сашки штук 15, наверное, лунок. И вот первая поклевка была. Не знаю, или его нету. Но сейчас вот эти 5 лунок проверю. Клюнет, не клюнет. Потом взял с собой камеру, вот эту китайскую без записи. Гляну. Посмотрю, есть хариус, нет. Если он есть и не берет, тогда все ясно. Все. На этом поклевки закончились. Иди лови. Может, тебе клюнет. Ой, ну поклевка хоть увидел, поклевку уже веселее. Тоже вообще... Ну-ка, на новом месте. Чуть-чуть глубже, сантиметра на 2. А везде чуть рыба была. Да и она сейчас есть. Он показал уже, что поклевка была. Просто, видать, еще не время. Хотя мы с собой, Сань, 16 числа неплохо ловили, да? Сегодня 16 января. 3 года назад, после дня рождения у Сашкиного. Приехали и, ну, немного в другом месте были. Во-в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 о! Вот он, Ненцкадан. Вот он, друзья. Все-таки третий у нас, третий красавец. И все покрупнее, покрупнее. Ненцкадан. Красавчик. Не все еще потеряно, оказывается. Нимфу что-то не хотят брать. Ну-ка, давайте, повторите. Повторите подвиг 3-летней давности. Золотую лунку.
Ну. Ну. Как приятно все-таки. А запах... запах хариуса — это вообще что-то с чем-то. Просто не передать словами. Кто ловил, тот знает. Запах хариуса — это супер. Он кровит полностью. И жабер кровь идет. Жаберный кров. Так. Все, что ли, один и был? Ну, там поклевка была в той лунке. Значит, здесь где-то он, получается, есть. Почему-то на нимфу не хочет. Странно. Странная женщина, странная. Вот такие, да, средненькие были бы? Да, хорошие. Классные, но... Первый поменьше был, второй крупнее, а этот еще крупнее. Оп, оп, поклевка. Вялая. Мне кажется, опарыш. Оп, бляха. Опа. О, это Васек. Это Васечек. Таких не берут космонавты. Иди, зови папу. Зови папу, зови маму. Этот Васек нам не дружок. Но клюнул уже хорошо. Мужик. Ты меня запомнил? Надо было в другую лунку, наверное, пустить. Он сейчас там всем расскажет. Наливают, отпускают. Так, ну что, будет еще поклевка, нет? У меня опарыши уже, наверное, выветрили с утра, блин. Такие уже темненькие, некрасивенькие. Но клюет же, да, если есть? Тебе не клюнул там? А он там есть. Но все равно приятно, блин. Ради вот этих пару секунд уже стоит приезжать за столько километров. Не, вообще, я доволен. Мне все спрашивали, когда поедешь на лесную речку. Ну вот и приехал я на лесную речку. Как вы видите, клевище пока не ахти. Но удовольствие получаю огромное. Само то, что находишься здесь, уже зашибись. Скажи, если бы еще поклевывало. Да. Так, ладно. Сейчас еще новенькую лунку вот попробую. И пойду за камерой схожу. Все клюет на мормышку. На нимфу пока еще ничего не поймал. Может, на нимфу стоит опарыша посадить? Оп, ух ты, мама дорогая, не рви. Вот он. Еще крупнее. Нифига себе, что ты творишь. Янцикадан. Янцикадан, вот он, друзья. Еще крупнее. Это вообще кабан уже. Новая лунка. Получается, кто есть, он берет, да? Видишь, новая лунка. И вот там была поклевка, здесь, вот здесь. Получается, золотая лунка где-то здесь и была, наверное, примерно. Только что по одной... Оп. Это Васек. Васька отпускаем, только не в эту лунку, а в ту лунку. Ну, продолжение будет. Долгожданные поклевки пошли. Насколько камеры хватит, я не знаю.
Так. Еще на мормышку. Надо, наверное, все-таки это, опарыша на нимфу подсадить. Голую нимфу что-то не хотят хапать. Это вообще кабан, да? Он. Красавчик. Так что сегодня у нас что будет? Малосолочка. Да? Так. Ну вот, уже хорошо. Оп. Нет. Блин, застрял. Ладно, сейчас пока цепимся, выключаемся. Ну вот и все. Традиционное подведение итогов. Сегодня у нас улов составляет вот такой вот. Сначала клюнул небольшой, первый, потом чуть больше, еще больше. И под занавес вот такой вот кабанчик. Не пусто, не пусто. Сезон рыбалки на лесных речках открыли. Малосолочка сегодня будет. Ну а что еще нам надо? Порыбачили. Санек недовольный. Сегодня счет не открыл пока. Завтра еще день. Подожди, сегодня еще не вечер. Если успеем, возле избы там попробуем на тех лунках до темноты. Воду наберем. Ну да, я тебе про это же говорил. Да, сейчас аккуратно вот вода выступила. В общем, друзья, прошелся камерой, посмотрел. Дно не каменистое, трава, глубина небольшая. Ну, по крайней мере, на камеру ни одного хариуса я не увидел. Хотя вот двух маленьких отпустил. Они разные, не один и тот же. Два как минимум здесь вот плавают, получается. Я их тоже не заметил. Где они прячутся, хай его знает. В общем, за завал решили пока не ехать. Завтра будет видно. Сейчас потихонечку туда на целяк выходим. И обратно к избе. Набираем воду. До темноты пробуем еще половить что-то. Получится хорошо, нет так нет. Ну и потом в избу. И сегодня у нас на ужин будет свежая малосолочка. Это уже здорово. Мы за этим сюда и приехали, да, попробовать малосолку именно на реке. Да, мы приехали отдохнуть. А рыбу половить мы всегда успеем. О, вот, друзья, самое приятное. Поставь салатики. Это ужин. И завтрак, и обед сегодня. И ужин. Да. Все Три в одном. Так. Салатик. Сегодня у нас на ужин каша гречневая с подливой, курятиной. Так, где-то еще салатик. Вот здесь еще один салатик. Гавайская смесь, да? Гавайская смесь, да. Гавайская смесь. Помидорчики, огурчики. Так. Яблочки, бананчики. Музыку чуть-чуть сделаем тише, чтобы не перекрикивала нас. Малосолочки сегодня у нас не будет по вине Александра. Александр вообще, Саня, косячник еще тот редкостный, блин. Я, говорит, водички наберу, воду набрал, рыбу положил туда отдельно. Воду загрузил, рыбу оставил. А туда ехать, эту гору спускаться из-за рыбы, ладно, решили. Без малосолочки, тем более еды много. Хотелось, конечно, избе малосолочки попробовать. Камеру мы так и не нашли. Благодаря Александру, опять же. Я, говорит, хотел как лучше. Ну, получилось как всегда. Ну что, попробую еще металлоискатель у кого-то спросить. Поискать с металлоискателем с точки А до точки Б, где он взял куртку. И до тех пор, пока он подошел ко мне. Расстояние метров 150 где-то, наверное, да? Не больше. Где-то она в районе Буранки лежит. Возможно, мы по ней проехались. Возможно, она где-то в сугроб упала. Она без ремня была. Без ремня. Просто вот так. Четвертая, GoPro 4. С ремнем-то, может быть, ее видно было, черный-то, да? А так она белая сама по себе еще. Нырнула и все с концами. А, вон такой фонарь Серега тебе дал. Он тоже как бы можно осуществить. Видишь, он матовый свет специальный, да, у него? Да, для камеры. Можно так Вот вместо него и надо было, видишь. для освещения можно, да, так раз повесить. Вот.
И все, шикарно. Ну ничего страшного, все, что не делается, все к лучшему. Рыбалку мы открыли сегодня, 4 штуки поймали. По маленькой? Отдохнули. Отдохнули. Как мне кто-то написал, говорит, вы такие странные, говорит, едете, говорит, с дому в тайгу, говорите, отдохнули туда-сюда. С рыбалки, говорит, едете домой. Все, едем домой, отдохнем немножко и опять на рыбалку. Я так подумал, ну, блин, в принципе так. Ну, отдыхаешь душевно, получается, физически-то ты все равно немного устаешь. Это недосып, это бурение, ходьба, вот. Ну, я говорю, если бы не было урагана, да, я представляю сегодня, как бы мы ходили. Вот столько снега на реке, он просто как катер плывет, этот снег расталкивает, снизу еще вода местами. Опасно, опасно, но хорошо все, что хорошо кончается. Так, это твое, да? Остатки сладкие. Скорее всего. Так, что, бальзамчику, да, для начала? Лекарство? Стопочку. Не хочешь? А я, наверное, это... Видите, у нас выбор. Есть морожка, есть как ее, черемуха, есть дальневосточный. Я дальневосточный, пожалуй, тряпну. Так, друзья, вам тоже дальневосточного, потому что это витаминчики тут. Горячо. Витаминчики надо кушать, потому что, чтобы все организм было так бодрячком. Чтобы все было бодрячком. А Саня черемушку. Мышей что-то не было видно, да, пока? Вроде бы. Не было. И что, половинку? Да. Бананчик может почистить, нет? Банана мама. Опа. Как в лучших домах Парижа и Лондона. Так, и хлебушек у нас, вот он. Все готово. Ну что, вздрогнем? Ну, за рыбалочку. Как приятно сегодня, особенно последний, который был. Ох, он леска дзинг, дзинг, дзинг. Круто. Ну, завтра у нас еще есть целый день, так что дай бог, что-нибудь там мы еще увидим. Ваше здоровье. Все равно И хорошо. наше здоровье, и ваше здоровье. Температура 15. 15,3 за бортом. Сегодня у нас уже 16 января. Сегодня у меня у друга день рождения. Ваня. 3 года назад мы поздравляли в прямом эфире его. Тогда клевало лучше. А сейчас мы его поздравим, будет клевать лучше. Ну, давай попробуем. Поздравляй. Иван, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, успехов, любви и быть любимым. Иван Винтилов, если помните, мы закрывали 2 года назад зимнюю рыбалку, закрытие зимнего, когда вот Кирилл был, парнишка, на буксировочках ездили по воде, уже плавали там, как на катерах. Снега выпало очень много, клевало очень плохо, ну, закрытие было закрытие, отдохнули хорошо, намучились хорошо. Так что Ивана вы уже, кто давние друзья, уже видели на канале. Вахту отработает как-нибудь, может, еще и увидим. Сегодня у него, Ивана Винтилова, день рождения. И мои поздравления также, Иван. Всего хорошего. Он на работе, так что за него пью я. Ему нельзя там. Нам повезло больше. Ну, нельзя там пить, нечего пить на работе. Я боялся, что прокиснет. Нет, нормально. Нет, ничего не прокисло.
Вот что-то на полу. Вот салу надо было, наверное, тоже вакуум, который это на улицу вынести можно. Это не знаю. Горит, да? Да ничего. Так что подъелось. Блин. Ну, так и сколько. Ну что, 2 банки большая есть? Так. Где мой телефон? Хоть телефон не выронил, и то хорошо, блин. Тоже, Да, прикинь, телефон был. тоже в кармане был. Он-то с веревкой может быть. Мне пришло, я с лопатой пошел бы. Ну, веревка-то может быть, ну, где-то черно виднелась бы. Весь сырой, видишь, в снегу. Телефон, конечно, крутой, зашибись, мне понравился очень. Вот 2 дня уже не заряжал его. Сейчас, правда, поставил 100%. Нифига себе. Режим самолета поставил. Вчера смотрели видосы, все, он даже вообще не садится. У него 10 тысяч мАч. Он как пауэрбанк получается. Вот когда есть интернет, он садится, но медленно, маленько-маленько. А когда без интернета, он вообще не садится. Мне кажется, он месяц будет работать на таком, да, заряде. Если не больше, блин. Специально я купил его для поездок. Ну, если что-то... кстати, камера можно будет на телефон снимать, да, если это... Как мы и делали, помнишь, морозы-то? Но тот-то тоже садился в морозы, получается. А этот не, нормально снимет, если что. Так что, лишь бы клевало. Это я, включайся, молодец. Так, ну что, у нас есть пару приветов. Сейчас мы их дочитаем. Ну что, поехали. Василий Коряка. Комментарий. Когда мы ездили в последний раз при минус 37, морозная рыбалка у нас была. С Серегой ездили мы. Пишет комментарий. Геннадий, приветствую тебя. Нахожусь в командировке. Смотрю твои и Дрюня 11 Рус видео. Сейчас посмотрел видео, где ты в июле с Романом Геннадьевичем рыбу ловишь. Рассказываешь, что он на работу устроился электриком за минималку. Видео уловимая снасть Нахариуса Бомбарда. Когда Роман из армии вернется, если захочет переехать в Москву на заработки, пиши мне. На работу парня пристроим, жилье найдем, будет снимать. Всегда чем смогу, помогу тебе, твоему сыну и Андрюхе. Постоянно смотрю ваши каналы, мечтаю к вам в гости на рыбалку приехать. Передай привет, Василий с Подмосковья. Здоровья тебе, твоей семье, ты молодец. Романа воспитал настоящим мужиком, рыбаком. И Геннадий Геннадьевич тоже не отстает. Еще раз здоровья и ни хвоста, ни чешуи. Спасибо, Василий, на добром слове, на добрые пожелания. Спасибо за добрые пожелания. Роману я обязательно передам. Не знаю он как с Москвой. Он сейчас служит в Подмосковье, город Коломна. Может, ему московская жизнь не понравится. Правда, в увольнениях-то их не отпускают. А вдруг он найдет москвичку там где-нибудь закадрит. Так может быть. И будет электриком работать в Москве. Че нет-то? Жизнь не знаешь, как она повернется. Передом или задом. Так что, Василий Коряка, привет тебе огромный. И спасибо на добром слове. Поехали дальше. Так. Ага, тут у нас в Дубае Ямолидин Шарипов. У нас в Дубае плюс 22. А у вас минус 36. Дмитрий Фроленков. Или Фроленков. Геннадий, здравствуй. Все супер. Смотрю видео. Все твои. Если можешь, передать мне привет. Так что привет, Дима Фроленков. С лесной избы. С тайги, с лесной речки. С рыбалки Нахариуса. Огромный привет. Так, Уралочка на рыбалке. 10-й на месте. Привет, Оля. Я знаю, ты сейчас этот ролик смотришь и желаешь нам удачных поклевок. Оля Малькова, я уже говорил вам, это у нас главная рыбачка на Урале, Уралочка на рыбалке канал. Каждый день
многодетная семья, а она все равно каждый день бегает на лед, на жерлицы. Ну, в общем, ни дня не может жить без рыбалки. И все это тоже снимает на камеру и показывает на своем канале. Заходите, подписывайтесь, ссылочку здесь оставлю сверху. Уралочка на рыбалке, еще та рыбачка. Алексей Цветухин. Привет вам, Геннадий и Сергей. Вы молодцы. Как не смотрю, так рад за ваше путешествие по тайге. Правильно говорите. Самое главное процесс. Ну, как сегодня. И моя дочь тоже смотрит со мной вас. Ей нравится, как вы в тайге живете, рыбачите. И она хотела бы, чтобы вы передали нам привет из избушки. Меня зовут Алексей, а дочь Поля. Цветухина. Цветухина. Да, получается, все правильно, да. Очень уж она хочет услышать, чтобы вы услышали и побывать у вас в избушках. Здоровья вам и вашей семье, ни хвоста, ни чешуи. Ну что, Алексей Цветухин и дочка Поля Цветухина, огромный вам привет как раз вот с лесной избы. Мы здесь, мы на рыбалке, мы в тайге, мы балдеем. Мы просто отдыхаем душой и телом. И огромный вам привет. И спасибо за комментарии, спасибо за добрые пожелания. Все пучком. Ты давай подольше давай это. Ты давай, наливай. Ты давай подольше там этот. Привет это передавай, я пока поем. Ну давай еще. Нет. Ну ты пока наливай, давай. Ты пока наливай, я пока перед передам, да? Да, я уже дочитаю там. Там немного, там пару скринов еще осталось. А, и тряпка всё. у меня там осталась, да? Пару скринов, пару скринов. Так. Так. Тимур один тайгу на 3 дня, последняя рыбалка уходящего года. К этому ролику был комментарий. Тимур 1. Гена, передай, пожалуйста, мне привет. Буду очень признательный. Мне будет приятно, да что там говорить, каждому твоему подписчику будет приятно, если услышит свое имя с твоих уст. Ну что, Тимур 1. Тимур 1. Привет. От всех причем. От всех привет. Вот такой вот привет. Приветище. Рыбацкий привет. Я сказал, сделаем при случае, ответил. Случай наступил. И передали. И еще один тогда на пасашок. Даниэль Семенов. Гена, привет, мне так важен. Результат, лишь бы это было в радость. А рыба, сам знаешь, может сегодня быть пусто, а завтра густо. С наступающим тебя, твою семью, годом. И пусть он будет плодотворным для тебя и твоих друзей. И по возможности передай моей дочери привет, заранее спасибо. Доча Даниэля Семенова, огромный привет с лесной избы. Так, ну и тут, если уже рядом тоже был комментарий, давайте зачитаем. Михаил Лыков. Привет, Гена. Черные вороны, судя по Якутии и вообще северу, это Баянай. Он благоволит всем рыбакам. И часто, когда вижу перед рыбалкой ворона, приезжаю с уловом. Блин, ворона мы не видели. Птичку маленькую сегодня видали. Ну это далеко не ворон. Это не Баянай. Это Баянайчик. Баянайчик пролетал, да? Блин, завтра 100 грамм возьмем и в лунку плесканем. Обязательно. Обязательно. Иначе сейчас не видать. Ну вот и все. Пожалуй, на сегодня хватит. Знаешь что? Ты в следующий раз, когда будешь в лесной избе, ты мне привет тоже передай, пожалуйста. Мне тоже будет приятно. Гена маленький говорил. Да. Есть. Вот так вот. Я сейчас смотрю старые видео. Сейчас у него такой привычки нет. А вот когда ему было лет 5, он такой... Вот так вот. Видать, насмотрелся этих роликов или что вот это. Главное, вот так вот аж, блин. Будет сделано. Да. Вообще кадр такой, блин. Я сейчас смотрю, вот когда мелкий, он все мечтал создать свой канал. Кто канал смотрит давно, он когда в кадре был, все. Привет, у меня канал Супер Гена и... Как же... Ну, ты вчера рассказывал. Это Гена, да. Вот он все. рассказывал. Вообще молодец такой. Сейчас все, сейчас отошел от этого канала, больше вести уже не хочет. А раньше все, он смотрит, чем я занимаюсь, и как бы тоже хотел повторить все это такое. Ну давайте, всем огромный вам привет, друзья, кто смотрит наш канал. Какая-никакая рыбалка на Хариуса она есть. Живем в избе, вдали от дома. Здесь нет ни связи телефонной, ни интернета. Слава Богу. Отдыхаем, да, реально отдыхаем. Что? Вчера отдохнули, мы хотели рано лечь. Ну, сидели. Легли поздно. Да, день рождения мы отметили, потом наступило 16 число. И почему-то на пасашок по маленькой. И час, и 2, и 3, и 4, и, наверное, на 5 часу только мы слегли спать. И то еще так думали, давай ляжем, а то не выспимся. Ну, встали, мы в 9 уже выехали, да? 10-м.
Нормально, все. Сегодня ляжем пораньше. Надеюсь. Завтра выйдем. Нас никто не гонит, да? Нам что? План задания у нас нет. Так мы вчера только ужинать сели-то в 11 часов. И то 12, даже позже, в 12 часу. Ну, конечно. Сегодня у нас все А готово. сегодня-то время-то, господи. Сегодня все с 5 часов. горочки на горочку, все тропа натоптана, так что все в чоколаде. За это надо Выпить. Тут я не говорю. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Не побрился я. Не побрился я. Вот из-за этого и не клюет. Но. Еще небось с женой поговорил, да? В смысле, перед уходом? Да. На лопатки ложил? Ну, днем-то, конечно, поговорил. Сейчас прикололись, посмеялись вдоволь, короче. Вспомнил песню. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел манян. Коми люди поймут и посмеются. Песня-то поет. Я так давно не видел маму. А тут тоже такое хорошее слово, в общем. Это поймут чисто кони люди. Да, целый день уже не видел. Вторые сутки пошли. Перевод ком языка включат, да и посмотрят люди тоже. Третьи сутки в пути. А нет переводчика такого. А С ком языка нет переводчика. С английского, у меня есть переводчик в телефоне, вот в этом. С английского переводит. С любого, с греческий, японский. С коми не переводит. Он непереводимый. А он не переводимый язык? Ты подумай только там, коми язык это 16 падежей, там куча диалектов, там это... Мы даже сами, коми люди, друг друга не понимаем, которые с разных районов. Это вообще разные языки. Коми очень много диалектов. В каждом районе свой диалект. Ну, у меня Марина тоже ведь, когда училась в Сыктывкаре-то, вот сейчас, вот последний раз, когда училась, ну, там были девчонки. Откуда они там? Ну, тоже откуда-то, рядышком. Я, говорит, половину слов их не говорю. Я понимаю, говорит, слова-то. Нет, она понимает слова. Но они вообще о другом говорят. Разные, разные. Разные, да. У них это а у нас это. Вот Кай у нас кто? Воробей, да, Кай. А в других районах Кай это мужской половой орган. Они еще говорят, ты, ну, мама такая, они там вот это, блин. Каяльный это, ну, типа, ну, сам понял, да? У нас такого нету. У нас, допустим, тють, а у них такого слова нету. Ну, короче, когда мы вот это Кай, тють, вот это все разговаривали, ну, вот, допустим, ржали капитально. Это очень, очень прикольно, очень смешно, потому что вообще разные. Звучит одинаково. И каждый считает, что у них язык литературный. То есть все остальные говорят неправильно, а вот у них литературный. Ну, у нас так же все. У нас тоже литературный. Я не знаю. Я как-то свой язык я не изучал никогда. Мне как-то с молоком матери вот, что русский знал, что коми, я с рождения, как вот себя помню, я знал вот эти оба языка и говорил на обоих языках. В 6 лет в садике я читал книжки, что на коми, что на русском, одинаково. В садике, помню, 6 лет, сядут дети в круг, воспитатель дает книгу, и я читаю, они слушают. Было такое. А еще мы ходили, это уже в школе учились, там в начальных классах, наверное, к Наде Ким ходили, у них диафильм был, и смотрели там всякие там, не помню конкретно какие диафильмы, но, допустим, раз там крутанешь, и снизу все написано. Да, и читаешь. И читаешь. Читать еще кто слабо могли, вот начальных классов, а у меня это все четко. Я был чтецом, можно так сказать. Кто-то крутил, а я подходил и все это читал. У нас такое тоже было. Диафильм? Конечно. Сейчас, наверное, детям покажи, они, наверное, скажут, что за чушь, да? У меня мелкие сказки-то не смотрят, ты говоришь, блин, про диафильмы. А потом вот у меня у брата двоюродного, им отец купил, уже знаешь какой? Уже с бобинами, с этими кассетами-то, которые, бобинные кассеты. Ну. Да? Такой вставляешь, аппарат такой, все, также этот, ну,
Ну, вешаешь простынь там или что-то, блин, на белую стенку там, да? И все, у них уже это со звуком, со всей фигней. А мы еще до сих пор вот такие. Трик-трик, трик-трик. Крутилкой. Прикольно у нас. Ну, чердаки где-то есть, наверное, еще. А вот все нет уже. Проектор. Так что, я помню в школе мы вот сейчас вот, когда вот это сейчас вот это, ну, фильм проектор и все. В школе я что-то помню, у нас тоже где фильм крутили. Учебные вот эти. У нас тоже. Ну, у нас уже были такие вот эти, ну, уже... Слайды, наверное, да? Да, слайдами шли, да. Уже не надо было руками подкрутить ничего, она сама чик-чик перещелкивала. Так, ну что, приветом почитали. Выключаем телефон. Включаю видеокамеру. Включаем видеокамеру, включаем музыку. И будем кушать, ужинать, беседовать. День подходит к концу. День удался. Все хорошо. Я считаю, что когда будем дома сидеть, мы будем вспоминать и мечтать. Вот как классно было везде. Да. И очень хорошо, что такие моменты бывают у нас. И чтобы они были и у вас, и у нас как можно чаще. До завтра, друзья. Завтра встретимся на реке. Дорога уже пробита. Завтра здесь возле избы сначала попробуем вот этот участок. Плюс тоже надо обурить. Поймаем хорошо, нет так. Будем искать дальше. Кто ищет, тот всегда найдет. До завтра. Всем до завтра.